Педагоги нашей студии – это наше все. Они отвели все от и до. Это Табацу Ринчиндаржиевна Юндунова, наш переводчик, и Должин Жаргауна Тангатова. Ну, у нас, видите, дети с 4 до 10 лет, да? И я вот по истечении этих 4 месяцев, я думаю, как учительница начального класса в 1 классе 36-40 детей обучает письму и чтению. Ну, обучает же как-то. Ну и здесь тоже, конечно, с детьми работать это надо каждому подход. Тут детсадовские школьники, да, половина, видите, да? Ну, как педагог, ну, не знаю, но мы старались как-то, не как в школе, там, строго сиди, правильно, да, отвечай. Мы старались через игру, через такое общение, чисто свободное общение, чтобы было. И чтобы они отвечали, никаких этих у них не было. Свободно, как дома отвечают, и также с нами разговаривали. Ну, чтобы учить детей, конечно, надо самой в совершенстве владеть бурятским языком, чтобы они неожиданные вопросы задают. Вот сейчас мальчик меня спрашивает: Бакша, а что такое меч? Я говорю, мяч? Бумбуга? Нет, меч, я знаю мяч, бумбуга. А меч? Я говорю, ну, хутга. Сходу ответь, да, вот так, хутга, меч это хутга. Вот такие всякие казусные вопросы. Хупсон, конечно, он же голый, Хупсон. Давай один. Да, вот. И на юзу уже напиши. На опыте, вот на нашем, да, у них есть желание, А потом, так сказать, все равно никуда не денешь наши родословные. У многих произношение говоры хорошие. Так, ну, есть, конечно, дети, которые с акцентом, вот с городским, да, чисто русское общение и дома, и в садике. А есть дети, которые вот чисто говорят, научно, чисто говорят, повторяют за тобой чисто. Ну-ка, давай, поела 3, 4 и громко. Нерим хойер мунтиелда. Негар нюдот кариелда. Амтатахар уняелда. Арбагашым ргелда. Негар хойер. Хойер бодыелда. Тоқтайылда. Алихата станатыелда. Арбагашым нидыелда. Было 32 ребенка. Вот сейчас выпустилось только 18. Дошли до финала, можно сказать. Но многие дети ушли, потому что вот как бы их привлекало то, что они хотели играть, они уже знали бурятский язык, их было мало. И им было неинтересно быть наряду с теми, кто не знает язык, потому что вот как бы даже вот эти малыши, которые 4-летние, мы же с ними как бы очень долго повторяли одно и то же, и естественно уже те буквально раз, два, три, которые знали бурятский язык, ушли только от того, что им уже было неинтересно. У нас ребята очень продвинулись, они как бы, и сами родители отмечают то, что эта студия как бы объединила их поколение в их семье, потому что раньше как бы бабушки и дедушки так особо, как бы, можно сказать, не обращали внимания, так отвечали, а тут, когда ребята видят и стремятся говорить на бурятском, они начали больше проводить времени со своими внучатами. Вот именно в отношении, в плане именно бурятского языка, рассказывая про свое детство, про свою, как бы, про свою юность именно как бы на бурятском языке. Скажи, мини хылым бурят хылым. Былик
Майдай. Мини кылын. Бурят кылын. Кылын. Молодец. Саджай сыру. Надо работать над этим. Дома надо, вот даже за столом элементарно. Вот они же чай попьют и говорят: «Бакша би сада байрла». Ну так же дома надо, но не только в школе.